Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Тере мукаллит муармсат. Доброго эстонского утра, дня вам всем. Мы с вами сегодня приехали в замечательное место, в светлое место. Мы приехали в Пюхтицкий монастырь на Журавлиной горе в Куреме. Здесь женский монастырь. С первых шагов, с первых минут окутывает такая, знаете, благодать, успокоение. Здесь так тихо, людей мало. И прямо перед нами, вот на Журавлиной горе мы сейчас с вами находимся, Куреме. Пюхтице в переводе, это Пюхтицкий монастырь, Пюхтице в переводе значит святое место. Вот здесь сразу справа это гостиница. Гостиница для паломников. Впереди ворота, сам храм. Давайте посмотрим. Кузнечики как. А сразу здесь вход на кладбище с часовенкой. Как стрекочут кузнечики, а это боярышник, наверное, ягоды боярышника, да? А здесь совсем лето. А вот это карликовые яблоньки, и здесь райские яблочки. Райские, маленькие такие. Смотрите, сколько. Райские яблочки, да. И это гостиница. Всегда поражает в Куреме, меня их клумбы поражают. Это настолько всегда ухожено, настолько всегда чисто, побеленные вот эти поребрики. Весной здесь жасмин, летом, не весной, летом жасмин, летом розы. Всегда все так аккуратно и красиво, что дух захватывает. Вот это вход в гостиницу. Мамуля заходит. И мы с вами тоже. И сразу нас встречают красивейшие, ухоженные вот такие клумбы и гортензии. Вот про это сирень. Здесь вокруг рядом были очень много жасминов. Что-то я сейчас не вижу их. Смотрите, какой здесь красота. Здесь как ухожено все. Это просто слов нет. Вот каждый сантиметр. Как же здесь спокойно и красиво. Величественно. Пюхтица. Сколько роз.
Дальше вот идут уже кельи. Говорить я буду в полголоса. Больше, наверное, показывать. Понимаете меня сами, что не могу я здесь кричать и вести репортажи. Куреме с 1891 года существует. Он всегда был действующим, этот монастырь, никогда не закрывался. Почти везде здесь стоят знаки, которые запрещают передвижение. Вот здесь около кельи. Ну, вот сюда можно зайти, эти врата. Это храм Успения Богородицы. Вообще. Везде знаки, запрещающие передвижение. Для обычных людей, я имею в виду. Тишина, умиротворение и покой здесь царит. Здесь трапезная должна быть за зданием, за главным храмом. А главный храм вот сейчас перед вами. Это главный храм. За ним трапезная. И, конечно, как здесь ухожены вот эти сады, все эти грядки, клумбы, это невероятно. А еще меня всегда поражало здесь, еще с детства. Мы часто здесь бывали и бываем, как здесь сложены дрова. Мы попозже к вам с вами подойдем туда и посмотрим, как здесь интересно складывают дрова. Какой здесь простор, вы посмотрите. Давайте попробуем с вами пройти в храм. Если туда там не снимать, посмотрите знаки, видите, не снимать ничего, к сожалению, нельзя. Но я попробую на минутку вам показать немножечко, что вокруг. Свечи и иконки, и что вы хотите, можно купить. Заказать записки вот всякие поминальные. Можно вот в этой церковной лавочке, если она закрыта здесь сейчас. Заказали мы записки
сорокаусты, псалтирь, проскомедию, панихиды. Свечи нельзя было зажигать, просто поставили, когда начнется служба, они зажгутся. Посмотрите на этот сад. Это, по-моему, представительский дом, насколько я знаю. Вот этот впереди. Какой здесь розарий. Здесь можно ходить, как в лабиринте, как бы вот среди этих цветов. Ни одного сорнячка, ни одного. Это просто невероятно. Благодать. Вот одно слово, которое сюда подходит. Благодать. Такое умиротворение. В храме разрешила монашка подойти мне ко всем иконам, которые я хотела. Тут есть чудотворная икона. К ней тоже можно было подойти. Успение Богородицы здесь разрешили. Невероятно, правда? И это, наверное, осенние крокусы уже, да? Сиреневые. Осенние крокусы. У этого монастыря очень большое хозяйство. Недавно они собирали картошку, копали картошку и просили даже волонтеров о помощи. Волонтеры приезжали и помогали копать. Это трапезная. Вот сейчас здесь перед вами. Территория здесь большая. Очень красивый парк. Ну, парк, наверное, название здесь странное для монастыря, но я не знаю, как назвать это. Это просто розарий, это, я не знаю, это невероятно. И так здесь все. Вот, а сейчас я покажу вам. Да, это еще раз трапезная. Сандра, старшая дочка, с хором часто приезжали сюда и даже жили в гостиницах, и участвовали здесь в праздниках, в Успении Богородицы. Это, наверное, колодец. А вот эти самые дрова, которые я обещала вам показать, меня всегда поражало, как они сложены, не падают. Смотрите, высокая какая. Потрясающе. Тишина, воздух. Прямо какой-то сладкий воздух здесь. Мамуля уселась. Смотрит тоже красиво. Такие сорта гортензии здесь видела. У нас с вами не такая совсем выросла. Какая-то, я не знаю. Ну, в сосновом лесу, наверное, не очень-то пчой вырастет. Вот здесь можно походить. Направо снова нельзя. Запрещено. А здесь есть целая карта. Что и где расположено. Еще один храм. Сейчас подойдем. Вот отсюда еще очень вид красивый. Смотрите, как. Общий вид Пюхтицкой обители. Здесь еще есть святой источник. Мы с вами тоже обязательно туда сходим. А здесь подсобное хозяйство и скотный двор. Да, да. Здесь абсолютно все есть. Священный дуб. Говорят, что именно в расщелинах этого священного дуба и нашли икону Богородицы. И на этом месте построен храм. Вот мы сейчас с вами где-то здесь находимся, наверное, да. Самый главный вот этот храм. Это Успенский собор. Трапезную я вам показала. Сергиева церковь.
Будет еще кладбищенский храм, святые врата со звонницей. Вот здесь всего и представительский дом, да. Древняя часовня, гостиница. Вот так выглядит это все со стороны. Вот я так понимаю, что это Сергиевская церковь. Здесь, конечно, крещение проводят. А туда-то идти нельзя. Тут есть пасека у них. Но здесь много где передвигаться нельзя. Потрясающий парк. И там вот по аллее тоже. Как-то с мужем мы приезжали с Кристиной. Ходили долго-долго по этому парку. Там очень красиво посажены деревья. По-моему, это были какие-то американские клены, или как это называют, у них такой похожий на клен листья, но они очень красивы осенью. И так вот прям то зеленое какое-то деревце, то вот этот клен был очень красиво. Даже, в принципе, мы здесь с вами здесь находимся одни, вот как какие-то люди тоже, видимо, приезжие фотографируют. И то не могу позволить себе говорить в полный голос. Не располагает здесь говорить в полный голос. Обстановка как-то. Посмотрите на эти цветы отсюда, это невероятно. Мама тоже говорит, как вообще никого людей нет. Вообще никого. Вот сегодня этот киоск закрыт, а обычно в этом киоске еще продают растения в горшочках. И можно как раз прямо вот со Святой Земли увезти горшочек домой с растениями. И часто еще продают здесь монастырский хлеб. Вот сегодня этого мы здесь не увидели. Ну а теперь давайте на Святой Источник. Покажу вам Святой Источник.
Свято-Успенский Пюхтицкий женский монастырь. Основан в 1891 году. Это Святые Ворота со звонницей 1893 года. Вот они. Здесь та же информация, но на эстонском языке. Туалеты здесь тоже вот есть прямо с раковиной. Это туалет. Мы вышли с вами обратно. Это гостиница опять перед нами. Видите, мы как будто на возвышении, на горе. Это и есть Журавлиная гора. Курэма. Журавлиная гора. Здесь еще есть часовня, кладбище и священный дуб. А это кто? А кто это здесь на солнце валяется? Ай, это кто ж такой? Это что ж за красота такая? Красота пушистая, невероятная. Это ж кто такой красавец? Это ж кто такой хороший? Это ж кто такой? На солнышке. Вот так, да. Вот так на солнышке. А, киська. Ай, ты же лапонька. Ай, я же не могу равнодушно котиком. Ну, будем обниматься, знакомиться будем. Будем знакомиться. Ты какой-то ты грязный-то. Пыльный. Ай. Господи, прелесть какая. Зайчик ты такой. Зайчик ты. Урчит, урчит. Ай, урчит. А, играть хочешь, играть хочешь, играть. На кладбище с вами зайдем. Старец Степанушка. 1870-1941. Старцев много было, мне сейчас рассказывали в свечной лавке вокруг здесь, и все померли. Туда спустившись, можно тоже дойти до источника. А я вот хочу дуб найти. Игуменя Варвара. Ой. Настоятельница храма. Да. В 11 году умерла. А вот этот дуб. К нему прямо калитка ведет. Говорят, что люди видели несколько раз на горе Курэма образ Богородицы. Первый раз она им показалась, второй, третий. Когда люди подошли к этому месту, то в расщелинах вот этого старинного дуба они нашли икону Богородицы. Говорят, что если пройти вокруг него трижды и загадать желание, оно сбудется.
Не у всех есть такая возможность побывать здесь лично, поэтому сейчас я пройду 3 круга молча, а вы загадайте желание, вдруг тоже подействует. Давайте. Загадали? Идемте. Первый. Второй. Ну, вот, надеюсь, вы успели загадать. Все в записочках вот утыкано. Это, наверное, как у Ксении Блаженной. С просьбами. Какой он старинный, этот дуб. Вы посмотрите на него. Когда я раньше к нему приходила, он еще был с листьями. Вот. А потом постепенно листьев не стало. И теперь их нет. А я видела его с листьями. Там где-то наверху с макушечками на ветках. Но не полный такой. Так вот росли. Мне кажется, вот это расщелина. Наверное. А вот здесь еще расщелина. Где-то здесь нашли икону. Это под государственной защитой. Это жертвенное дерево, как бы, или как это перевести. Ну, давайте теперь к источнику проедем. Да. Вообще, это, в принципе, поселок. Здесь живут люди, здесь есть почта, здесь есть врач. Источник в той стороне находится, туалеты, даже кафе «Надежда» и магазин. Мы приехали с вами на парковку. Здесь паркуются и автобусы, и обычные машины. Часто продают пирожки вот с монастыря. А это, я не знаю, что туалеты. Тут прям туалеты, так все по-цивильному. А вот впереди вот там святой источник. И сейчас мы с вами туда сходим. Пахотные поля. Это уже монастырские поля. Здесь угодья. Если у вас есть с собой бутылка, канистра, люди обычно берут на святой источник. Туда можно дойти пешком прямо с храма, спуститься с лестницы, где я вам показывала, можно вот так проехать.
с вами пришли. А это купель. Окунувшись 3 раза, смывают все грехи. Ну, такое предание. Ну, вот сам источник. Раньше вот здесь набиралось. Отсюда, наверное, можно набирать водичку с собой. Это еще одно место, где по преданию, если вы 3 раза обходите вокруг, загадывая желание, то оно тоже должно сбыться. Загадали? Не последний раз. Раньше вот здесь внутри много-много разных бутылок пластиковых. Монашка прям давала их всем, у кого не было с собой посуды, чтобы налить эту воду. Ну вот и 3-й раз. Вот они, наверное, сидят, ждут очереди, когда можно зайти в купель, потому что там раздеваешься пока, окунаешься 3-жды. Но раньше было так, что когда я окуналась, там все женщины заходили и окунались, а сейчас вот ждут. Ну, внутрь мы, наверное, с вами не полезем, потому что там люди сейчас, ну, в общем, там деревянная лестница, как будто бы в полу, и там вода. И вы 3-жды заходите, 3-жды окунаетесь. Я только Ага, можно я на секунду, чтобы не ждать? Ага. Вот я вам говорила, видите, как будто спускаетесь и окунаетесь вот так вот здесь. Вот так. Спасибо. А мы наоборот, ну вот такой же. Спасибо вам большое. Да, пропустили показать вам. Вот так вот это все выглядит. Такой благодатью здесь дышит все. Посмотрите на эти белостволые березы, на эти просторы. Что-то там делают люди. Практическое отсутствие людей наталкивает на разные мысли. Машина моя одна стоит на парковке. Вот в таком замечательном, чистом, светлом месте, святом месте мы с вами сегодня побывали. Надеюсь, вы успели загадать все желания. Они у вас у всех все сбудется. Совершенно умиротворенная. Я прощаюсь с вами. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Светлого неба, мирного неба вам всем. Хороших, чистых помыслов. Гоните злобу от себя, гоните зависть от себя. Здоровья вам, вашим близким, вам. И чтобы у вас у всех было все хорошо. До следующего видео. Пока-пока.